И не развязывать. И не будем развязать, пока вы полностью не увидите. Вот здесь Коран, святой Коран. Мы ее держим, вот здесь пистолет бывает. Президентская гвардия вот такие носят. Я мулла дудаевских боевиков. Вот здесь Коран мы держим. Мы у себя дома. Вот здесь нас задержали, Сергей его звали, Хамид это знает. Кто такой? Паспорт есть? Нету паспорта. Почему нету? Зачем нам нужен бывшего государства паспорт? Работает. Работа есть? Нет, работы нету у нас. Служили? В России служил. Так, во-первых, работ нету. Во-вторых, в России служили. А это что, не Россия, что ли? Как это так у вас работает? Моя работа Божье Слово распространять. Я мулла дудаевских боевиков. Давай второй вопрос. Ну вы, потом он на вы переходит. Ну вы говорите, что в России служили. Я в Набережных Челнах служил, мне 33 года. Брежнев бывший. Вот. Я служил в Набережных Челнах. Я говорю, как это так? Вы говорите, что, не Россия, что ли? Где русские живут, это Россия. Где азербайджанцы живут, это Азербайджания. А где чеченцы живут, между прочим, покуда мы знаем, это Чечня. Это наши горы, это наша Чечня. Вы пришли, война начался, вы уйдете, война кончится. Езжай себе домой, вас давно мам зовет. Мы как стали год тому назад. Свобода или смерть. Ожил я маршрут. Вот так стали. И свою свободу мы никому не отдадим. Мы служим Аллаху. Вот вы, русские, кто бы вы не были, кто бы вы не были. 19.1, я 19 на приеме. Не понял. Нормально. Одну маленькую. Мы у себя дома. 19.1, Романова, 4 прием. Мы еще им что говорим? Вам тоже, чтобы вы все поняли. Петро, меня Саид. Так даты меня зовут все. Так меня Саид звали в России. Даты. Вот к вам вопрос. У вас все в порядке в России? Вам вопрос, Петро. Все в порядке в России у вас? Я далек от политики. Нет. Я говорю, я объяснял уже. У вас преступлений есть в России? Хватает. Хватает. Если так, Бог говорит, если у вас не все в порядке, и вы пришли навести порядок в другое место, вы похожи на женщину. На какую женщину? На такую женщину, которая свой грязь в комнате метет под диван, а на улице подметает. Дай Бог, чтобы вы метали у себя дома. Дай Бог, чтобы вы мужчинами были. Что они все время должны на вас ехать, что ли? Вы же не ослы, будьте людьми. Они на вас едут. Мы это говорим. Вот народ восстал против царя неверного, против царя Ельцина. Народ стал. Через наши трупы только пойдут. Мы в Курчалое не пускали. И здесь не пускали, и не будем пускать. Нам надоело уже. Нас побили, все было. Я даже в Грозном окружении был. Везде я бывал. Почему бывал? Нам Бог говорит, воюйте на любую войну, он не согласен. Он говорит, воюйте с теми, кто воюет с вами. Вы с нами воюете, вот мы и воюем, и будем воевать до конца. Как вы это не понимаете? Вы же, ваши же умные люди сами говорят. У них первое встречное слово «Ассаламу алейкум». Ровно 22, Романова, 4 прием. Салам, маршал, свобода. Как же они, первое встречное слово у них свобода. Как они отдадут свою свободу, как вы не понимаете? Ельцин пускает вас вот так. Вперед. А Дудаев спокойно сидит, мясорубку вот так крутит. Давай, крути свободно. Как вы сами, ваши карикатуры в журнале это написано. Дай Бог, чтобы вы поняли это. Мы это понимаем, мы у себя дома. Если мы пойдем в Москву, там другое место, тогда другое. Вы начали, сейчас мы и Буденовка первый шаг, второй шаг Гудермес, вот сейчас он Кизляр,
третий шаг, может, Москва будет, кто его знает. Мы не будем стоять, мы будем работать, мы будем воевать с теми, кто воюет с нами. Нам Аллах так говорит, мы служим Аллаху. У нас своя религия есть, все есть. У неверных Бог водка. Водка греет неверных, а верных греет молитва. Вот видите, слышите, молятся они. Зикир. Это мы люди, народ восстал против царя неверного. Как вы это не понимаете? Дай Бог, чтобы вы поняли. Хамида вы знаете, ну, может, меня, ну, потом будете знать. Да, раньше не знали, сейчас будете знать. И потом, вот народ стал. Хоть мы, Хамид, или я, или другой, или кто, вот эта женщина хоть пойдет. Мы, хотя этот один язык говорит, это все мы одно, как одно тело стали. Нам уже надоело это, нас убивают, режут, все уже надоело это. Мы уже пойдем на таран. Деваться не, нам терять нечего, окромя своих цепей. Терять нечего, все уже. Дай Бог, чтобы вы поняли друг друга, чтобы вы знали, там тоже скажите, отсюда никакая машина не пройдет. Если вам горючее что-нибудь надо, у вас вертолеты есть, дай Бог, чтобы эти вертолеты не летели, чтобы вы тоже как мы были. Тогда другое дело. Трудно, легко было бы. Так, короче, если вам, допустим, вот если надо горючее, там покушать чего-нибудь, это ваше дело. Вертолеты есть у вас, самолеты есть. У нас их нет, но все равно у нас самое большое оружие – это Аллаху Акбар. Он велик, он всезнающий, всемогущий, всевидящий, всеслышащий. Если его не было бы, если он нам не помог бы, третий час уже, в третьем часу нас не было бы. Нам 2 часа дали. Вот такое дело. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Allahu Akbar! Говорит, он зря не скажет, зря он не говорит, мы ему верим. Если вы хорошие не были бы, Хамид нам хороших про вас не сказал бы, он зря не болтает. Я почему и приехал сюда, чтобы мы решили мирным путем. То, что я хотел, хочу, никогда. Слушай. Никого я не бомбил, ничего, я сторонник прежде всего. Если по мне никто не стреляет, меня если стрельнет солдат просто так, он надолго меня запоминает о том, что бесцельной стрельбы не должно быть. Вот это вот я четко знаю. Поэтому я понимаю вас, буду старшего своего убеждать, но я прошу понять меня тоже правильно. Потому что это не метод, вот понимаете, вот вывод войск, я тоже за вывод войск, но это не метод, поймите меня правильно, о том, что мы перекрыли дорогу друг другу, о том, что страдают и ваши люди, и наши, как говорят, люди, это тоже наши сыновья. Вы меня извините, но я вот так вам мыслю. Мне разницы абсолютно нету. Я всегда, где бы я ни был, у меня такая точка зрения. Я всегда говорю. Где бы я ни был, я все время говорил таким порядком. В том, что для меня разницы нету. Какую кожу имеет, или цвет какой кожи имеет человек. Для меня лишь бы был человек хороший. Вот это моя позиция. Поэтому я говорю, поймите правильно. Я прошу понять это правильно.
о том, что мы перекрыли дорогу, тут мы не пропустим, это не решение вопроса. Правильно вы говорите? Подвезут вертолетами, подвезут самолетами, это все. Но это не решение вопроса. Мы ведь страдаем обоюдно. И ваши, и наши, и там он едут, и хлеб в Гудермес везут, там их кушать, и все остальное. Поэтому я, например, я лично сторонник того, чтобы трасса была открыта, чтобы мы решили это на мирным путем, чтобы ни в коем разе мы не спровоцировали друг друга и не решали все с помощью оружия. С помощью оружия это не решение вопроса, это ни одного не решение вопроса. Вы давно здесь? А? Давно здесь? Здесь, ну, месяц уже, наверное, да? Месяц. Ну, тогда раньше здесь свободная была трасса. Сейчас наши ребята пошли в Кизляр, они обратно идут. Мы должны открыть им коридор, потому что это наши ребята. Хотите вы этого или нет, все равно, если дай Бог, чтобы вы поняли, если вы не понимаете, все равно это ваше дело. Попробуйте. Вот так будем сейчас на то дело, потому что сейчас картина все уже видно, тогда уже вопрос идет, что делать. Вот вам мы говорим, вот отсюда никакая бронька через наше тело только пройдет. Жди! Да. Вот так. Сонда через наш труп только пойдет. Я когда начинал... Вот, короче, вы не перебивайте, пожалуйста. И, короче, вам вот это, уже это все уже решено. Решено. Дальше уже про эту тему говорить. Если вы хотите, вы будете у себя, а если не хотите, так. Но еще одно, я вас не пугаю. Мы еле держим своих боевиков. Это правда. Еле держим. Но как это лошадь бывает, он когда учился, лошадь вот когда, да, после скачек даже он, когда вот военный лошадь, он когда стреляет, он туда побежит вот сразу. Это наши ребята, как где стреляют, вот туда все гранатометы, все, вот туда все скачут. Им даже приказ, нас никто не вынудил. Даже да, у нас никакой повестки нету. Это самое большое наказание у нас какое, знаете. Ты иди домой, кто тебя там вызвал? Кто тебя звал сюда? Ты не кричи, иди домой. Вот это самое большое наказание у нас. Мы за религию, за Аллаха стали. И все равно вот отсюда никакая единица не пройдет. Если пройдет, это через наш труд только. Нам Аллах помогает, потому что мы у себя дома, потому что мы за правду. Свобода или жизнь. Клич. Свобода или жизнь. Реально такие сегодня. Сегодня были 4, вчера были 6. Обезглавленные женщины наши делают, соседи полностью семья уничтожена. Сгорела. Даже хотели сегодня машину отогнать оттуда, в смысле эту оставшую железную кучу. И вторую машину расстреляли полностью. И вот сейчас дым даже. Когда приехали журналисты, НТВ были они здесь, они даже не соизволили подойти, посмотреть, даже заснять. Я им сказал, я подъехал, у меня есть съемки, я вам даже передам эти съемки. Они сказали, что даже нет времени, понимаешь ты? Ну, сегодня такая участь у нас. Я еще раз говорю, не от хорошей жизни, ты сам прекрасно видишь, что здесь. Не от хорошей жизни мы вот так и стали. Нас обманули, вас обманули, сегодня нас подставили, вас подставили, нас подставили, мы сегодня погибаем. Мы жертва этой бесправильной, чудовищной, бездарной войны, политики, бездарной политики и России. Во главе с вашим нынешним Ельциным, извините меня, я знаю твое мнение, я знаю, что 90% россиян не уважают Ельцина. Но сегодня мы даже знаем, что этот Ельцин, этот президент сегодня взял все рычаги, вся Конституция, положил на него лапу, и пока держит, его нельзя наказать, я знаю. Но придет время, не за горами это время, и его накажут, и других накажут. И те ребята, которые сегодня поехали в Кизляр, есть там чудовищные некоторые моменты, дети там, третий, преподносят так. Я еще раз тебе говорю, чисто по-мужски говорю, эти ребята поехали. Вот вчера мы стояли, там, значит, убили 6 детей, семью полностью расстреляли, раскидали, вертолеты стреляют, а мы здесь голыми руками, разрываются сердца, некуда деться, понимаешь, возмущение, не можем бить их, понимаешь, ничем, ни оружия, ничего нету. А что нам остается делать, чтобы хоть немного дать знать всему миру, что нас убивают? Последний отчаянный шаг, это, значит, поехать в Россию, откуда это идет сюда,
Вот в Кизляре аэродром. Вы знаете прекрасно, что эти самолеты, вертолеты приносят сюда оружие, и третье, четвертое убивают нас оттуда. Ребята поехали туда уничтожить там технику. Они то, что там было, уничтожили, они возвращаются. Это просто отчаянный шаг. Это не терроризм, я бы еще так сказал бы. Это не, ну да, случается. Вы вот говорите, там убили ребенка и плачут все на все. А вот чаще 6 детей, 6 семью полностью убили, раздолбили. Элементарно, вот просто сегодня, вчера это сегодня. И этих даже ни слова не говорят про них. Ни слова не За них не говорят. говорят. За Кизляр, за Буденновск говорят. Бандитизм это где? Вот как, например, я бы, например, считал бы этих людей, ребят, которые поехали туда, наших же ребят, которые поехали в Кизляр, я бы их считал бы террористами. Вот эти ребята наши, мы здесь знаем всех этих ребят, понимаешь ты? Тебе, я понимаю, трудно будет сейчас понять это, и, может, ты даже не сможешь понять, потому что ты не здесь с нами живешь, ты не здесь не испытываешь все. Ему это. Его-то, может, и касается. Подожди, не будем оскорблять. Давай даем за, подожди. Я еще раз говорю, это просто отчаянные шаги. Есть еще хлеще будут шаги. Это не от того, что я захотел там или кто-то. Это просто, вот, например, 6 человек у этого одного там, уже моего друга, 6 человек вчера убили. Этот человек уже пойдет и в Москву. Понимаешь? Конечно, пойдет. Вот ему, вот, ты пойми, Петр, ты пойми, это не то, что русскому народу он пошел убивать. Он просто, ну что ему, если, например, вчера мою жену убили, например, мою 12-летнюю дочку убили, 3-летнюю дитё убили, грудного убили, если отца моего убили, если брата убили, например. И куда мне сегодня деваться? Да? И стреляет вертолет, российский вертолет стреляет. И еще в такую же 4 раза выстрелил, потом не получилось, разворачиваются, они уже под силу подъехали, в упор расстреляют всю семью, понимаешь? А раскинуто головы, там все это, мясо раскинуто, все, там подушки, модушки, они жили в Аргуне, ехали туда, вырывались отсюда. И вот эту картину этот человек никогда в жизни, оставшую жизнь, он будет мстить. Конечно. И я знаю вот многих ребят, которые до отчаяния доведены, они положили крест, как говорится по-русски, на свою жизнь. Они будут воевать в России где-то, будут следить, мстить, Ельцина семью, там, Грачеву семью. Это придет лет через 10, 15. Не Если мы забудут доживем, никогда, да. если мы доживем, мы услышим это. Фамилия не пропадет. Потому что я не говорю, что мы нация такая особая, но сегодня у нас там проверочный, так говорю, час настал. Уже 2-й год мы. Нам деваться некуда. Нас прижали, понимаете? Я, например, не военный человек, но сегодня мне приходится, если убили моего личного брата, если убили моих родных, если убили вот этих людей, я сегодня должен стоять за них. Тут не поймут все. Я понимаю, что банально много говорить, там, третье, это не идеология такая, там, перевоспитывать. Мы уже понимаем, я знаю, что тебя не напугать, например, но здравый ум, здравый смысл, человечность, она превыше всего. Бывали командиры полка, которые здесь там бывали, я сейчас не могу их фамилии называть, которые мы в будущее время, даст Всевышний нам это время, мы им памятники поставим здесь. Бывали командиры полка, которые говорили: нет, Хамид, я вам клянусь, честью офицера даю. Ни один волос не упадет с этих людей. Я не дам приказы, бывают разные. Я даже ему немного снисхождения дал. Я ему даже, когда представляю народу, сказал: этот человек приехал не по своей воле, он военный, ему приказ дали, он приехал. А он сказал: нет, Хамид, приказы разные бывают. Приказы есть, которые можно исполнять, есть и которые нельзя исполнять. А нельзя исполнять тех приказов, которых своих же людей, своих же сестер, братьев давить нельзя. Свой народ давить нельзя. Россия сегодня утверждает, что мы неотъемлемая часть России. Да, мы были неотъемлемая часть СССР, хотя неподвольно, 19-ми, дальше нас все время уничтожали. Нигде нету доказательств, что мы вошли добровольно в Россию. Мы сегодня и до последнего дня, а тем более сейчас, если такая политика с нами развернута, лет 50 и 100 пройдет, пока мы будем нормальными. Пока мы в стрессе уйдем. Вот сейчас говорят, вот там, ужас говорят в Кизляре, Петро, говорят: о, они получили стрессы, там, нервный шок, там, надо время, чтобы прошло. Сколько они, значит, моральный ущерб, там, третье еще сделали. А то, что сделали здесь за год, а вчера вот этим уничтожили людей. А какое состояние всего народа? Стрессовое состояние. Мы то в землянках, то там в Эдгальюрте, там в Кадаюрте, там подвалы рыть нельзя, там вода. Разбито, убито, все. За эти 3 дня с дагестанской территории градом бьют по всем селам. Мы с Дагестаном, опять же, даже мусульмане, наши по вере даже подходим.
И то мы кричим им, ну, ребята, встаньте, ну, помогите, что вы в конце концов, хотя бы со своей территории не давайте бить. Я понимаю, эта машина, она задействована, запущена, ее надо будет время остановить. Но сегодня то, что мы можем с тобой, Петро, я еще раз говорю, чисто по-мужски, по-человечески, то, что мы можем с тобой, мы обязаны. По крайней мере, за эти месяц мы где-то с тобой находили общий язык, диалог, понимали, где-то было время немного познать друг друга. Я прав? И я надеюсь, что и мы сейчас поймем это дело. Здесь ты атмосфера полностью этих людей, мнение, все, чаяние услышал. Мы сейчас можем говорить до утра, там, третье, четвертое, но у нас и времени нет. Ты сам знаешь прекрасно, и у тебя нет времени. И то, что ты приехал, там, остановил бронетехнику, приехал сам, прямо вот так вот подошел по-мужски там. У меня же нету машины, я же тебе говорил, подари Да. УАЗик. Я Вот буду если ездить ты, на УАЗике. вот ты мне сказал, помнишь, Я Хамид, подарок. подожди, если ты мне сказал, помнишь, там, вот, вчера, Хамид говорит, ну дай дрова, там, третье, четвертое, помнишь, ты сказал, я тебе в шутку сказал, я говорю, Петро, говорит, в Сибири столько дров, на весь мир хватит, а ты приехал, чуть ли дрова просишь. Если ты придешь ко мне в гости, и самая ванна будет, и третье, и четвертое, по-кавказски гостеприимство будет, здесь все будет. И всегда было и будет. И вот эта война кончится, все равно и русский, чеченский народ, они будут как братья, как сестры, жить, все равно будут. Но отдельным людям простить никогда нельзя будет. Мы знаем, что сегодня русский народ не виноваты. Их тоже оболванивают, их тоже... Они страдают сегодня даже, может, даже больше, чем мы где-то. Потому что они унижены, им не дают деньги, разваливается Россия полностью, по швам разошлась. Вся за границей дело, растаскивать его, и по заводам, по кускам разделивается. Сегодня бы, это мое личное мнение, сегодня бы, может быть, даже моих друзей здесь, товарищей, сегодня бы Россия опомнится бы, те земли, которые у него есть бы, окутать бы своими лапами, своими руками и по-хозяйски взяться бы своими землями, они опять же были бы самыми гуманными народами, самыми сильными народами, и тогда они были бы. Нет. Бронетехника, я говорю, давайте бронетехника не будет ходить. 2-3 машины грузовых, я, по-моему, роли не играет. Но решать вопросы, чтобы и здесь не страдал народ, и чтобы солдат не страдал. Вот я к этого прошу. Я могу вам дать слово о том, что ни одну бронетехнику не пущу. Правильно. Все, правильно. Но грузовые я прошу. Я просто прошу, хотя бы грузовые. Грузовые стоят уже трое-четверо. Владимирович, Владимирович, дайте сказать. дайте сказать человеку. Чтобы мне дизельное топливо подвезти. Когда Ленин делал революцию, он говорит, Чтобы что подвести народ дрова. говорит. Попросим у народа. Все. Народ восстал против царя неверного. И здесь таким же порядком, как говорят, и в Гудермеш же надо ездить, и тоже провозить сам продукты, чтобы здесь Петро, тоже дорога была. извини за банальность, но в любом случае мне хочется сказать, и может подсказать, я не знаю, может ты сам прекрасно знаешь, что свободно открыта дорога и в Гудермесе, и в Грозный, ты можешь оттуда топливо и все привезти, если даже они могут тебе Да, помочь. а в правильно? Хасавюрт Ты проникнуть, можешь это понять мы нас не просто, согласны. Петро, если Я- по-мужски просто, Да. ты можешь понятно. Понимаю, объясняю. Я завязан на Кизляр. Тогда я вот Мне так сказал. поступает туда, все для моей части поступает туда. И я там получаю. И на данный момент у меня там стоит дизельное мое топливо. Поэтому я никак не могу. Если бы вот у меня была завязка, что я поступаю Вот туда. еще дополнительно сейчас информацию дам. Петро. Вот если ты завязан с Кизляром, что тебя там отдают, я знаю, что ты говорил раньше, что оттуда тебе снабжение с топливом, третье, четвертое. Да. Если ты завязан, у нас даже не военные знают, что барты там третье, четвертое. Если одно центральное управление у вас там и в Грозном, если такая обстановка сложилась, они могут тебя понять в любом случае. Это не значит, что ты не выполнил свое задание. Ты можешь выйти на командира, который давит на тебя, и сказать ему реалии, оценить. Но я еще раз говорю, если даже вот через силу захотите, ну, я знаю, что я еще говорю. Я знаю, и ты должен знать, что здесь может быть. Я еще раз говорю, я почему говорю, человечность, почему говорю, вот, ну тут приходится принимать решения такие, которые, может, даже до этого никто не принимал. Да. Хочешь, Приходится не на хочешь. себя взять ответственность, Петро. Я знаю, что ты принимал. Извини, что ты, у нас всегда положено вот так, по-щенски, ты. Тем более, я еще раз говорю,
ты принимал, ты выходил из этих ситуаций, и я помню, и я знаю. Я еще раз при всех говорю, это было, это факт. Поэтому я еще раз при всех говорю спасибо. Но и сейчас ты обязан, мне кажется, Петро, выйти из этого положения. И тем более ты обстановку видишь. Я же тебе не говорю, что нету. Как Я- патрон пускай подвезет вертолет, как бомбит, так пускай вам подвезет. Ладно, давайте заканчивать. У меня тоже, говорят, время занято, мне надо решать тоже Так, ну вопросы. ладно, тогда. Я- В основном мы поняли. Я говорю, а вот так это подумайте над этим вопросом, чтобы вот хлеб, ну что вот вы говорите тогда, как я могу оттуда завести, если у меня здесь заключен договор? Вы вот начинаете говорить, вы некоторые вопросы, ну, не хотите понять. О том, что я перечислил Ребята, это же не Подожди, догоны. те деньги, которые мы перечисляют на часть для существования части, я перечислил на какую-то организацию, все завязано. И вы сейчас мне говорите вот оттуда. Ну, приехал я туда, здравствуйте, снял шапку, дайте у меня хлеба нету. Мне говорят, дай деньги. Правильно. Но. А мы в чем виноваты здесь? Так я же поэтому и Петро, прошу, мы же не давайте. на Вы год вот- это просим, Вот правда? чтобы, подожди, чтобы вот этого всего не было, я умолял выше, забудешь, чтобы вот этого всего Ну не так было. вот я и прошу вот сама проехать, Петро, забрать, приехать если я- и опять это, мы смотри, никуда не ездим. Я понимаю. Вот нам даже не выгодно сегодня, вот, чтобы у тебя здесь все было в порядке, так что ты там, мог здесь обосновательно сесть, чтобы ты не уехал, понимаешь? Но мы сегодня реально что можем? Вот пока мы с тобой не можем дать команду и разъехаться по разным сторонам, ты в Москву, я вот здесь остаться, но мы сегодня можем с тобой просто диалог найти, предотвратить кровопролитие, как-то сделать так, чтобы мы то, что от нас зависящее сегодня сделать, в этом плане, хотя мы можем с тобой, Петров. И мы это делали, еще раз говорю. Делали. Я Делали, не умоляю. поэтому я и прошу, Я чтобы не мы и умоляю, я дальше никогда никого не продолжали. умолял. И сейчас не стану умолять. Но я просто прошу понять обстановку, войти в их положение немного. Войти. Если, например, честно, по-мужски, если это были бы твоя мама, там, Мы с твои... тобой уже говорили, что Ну, я тем в этом более. положении и все остальное. Я понимаю, я поэтому прекрасно и понимаю. давайте, говорю, такой Если я с вопрос. тобой Я вот говорю, обращаюсь ко всем здесь. Давайте подумаем так. Я готов, говорю. Нет бронетехники, я обещаю, я не пропущу. Но, как говорят, ваш представитель, чтобы он довел до границы с Дагестаном. Дальше они пошли там, чтобы подождали, встретили, опять сели сюда, провели мне все вопросы, никакие вопросы спадают. И я думаю, что это Давайте мы в тогда вот силах так сделаем. Я от решить. себя могу вам лично сказать, потому что они меня В присылают. силах решить, я говорю, просто так вот, ну, обсудите, подумайте над этим вопросом. Потому что мы должны, как говорят, чтобы трасса работала, чтобы и там, и в Истису надо хлеб, как говорят, Вот эти доставлять, вертолеты. мы Вот ездили. вертолет. Вертолеты убивают, сейчас стреляют. Сама пока в данный момент вина тому, то, что не против вас мы пока даже стали вот здесь. Потому что у нас, ты знаешь, что пока диалог нормальный был. Мы сейчас, вот этот народ стал, потому что 11 трупов. Вот мы это все знаем. Из-за этого, если вы можете на них повлиять, пожалуйста, поможете нам, чтобы они остановились. Это раз. Второе, я начну себя машину разверните, пожалуйста. Ja, gezamenlijk doen. Hasan! Да, губы, от губы завтра дай пищу. Бог полетел от губы. Да, губы завтра дай губы. Я, один на нас, что опять?